Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! И снова мы вместе с вами попытаемся узнать, что же нового и интересного произошло в жизни лезгинского народа за последнее время. И в сегодняшнем выпуске. Мелодии и ритмы Шалбуздага в селе Ахты. Первый молодежный форум в Сулейман-Стальском районе. Юбилей Ибрам-Халила Рамазанова в Лезгинском театре. А теперь об этом и многом другом подробнее. 7 октября в селе Ахты состоялся республиканский праздник песни и музыки Южного Дагестана «Мелодии и ритмы Шалбуздага», организованный Министерством культуры Республики Дагестан, администрацией и управлением культуры Ахтынского района и Республиканским домом народного творчества. Общедагестанский фольклорный фестиваль был посвящен 15-летию лезгинского героического эпоса «Шарвели» и проводился в целях сохранения, развития, популяризации национальной культуры народов Дагестана, выявление самобытных творческих коллективов, талантливых музыкантов, исполнителей песен на национальных языках, приобщение подрастающего поколения к национальной культуре. Участниками праздника стали творческие коллективы и исполнители народных и современных песен, зурначей, детские и взрослые хореографические коллективы из 10 районов Дагестана – Сулейман-Стальского, Ахтынского, Акушинского, Дахадаевского, Дакуспаринского, Кизлярского, Курахского, Маграмкентского, Рутульского, Сергокалинского и города Дербенты. Для обучения специалистов администрации по электронному документообороту в городе Махачкала Министерством связи и телекоммуникаций Дагестана был проведен обучающий курс по работе с программой WebNet «Дело», передает официальный сайт Ахтынского района. Курс вел заместитель начальника управления информационной безопасности и технического сопровождения Олег Болдырев и начальник управления развития электронного правительства Аскандар Магомедов. От Ахтынского района на курсах присутствовали специалисты администрации Диана Гаджиева и Казимагомед Ибрагимов. В процессе обучения были обсуждены вопросы налаживания сетей, работы с программным обеспечением, технической поддержки и установки сопутствующего оборудования. Полученные на курсах полезные знания и навыки в настоящее время успешно реализуются в деятельности администрации Ахтынского района. 9 октября в рамках изучения и определения мнений и позиций молодежи района по наиболее актуальным и важным вопросам в администрации Сулейман-Стальского района прошел первый молодежный форум под девизом «Наш родной район, нам здесь жить и творить». С инициативой проведения форума выступил глава района Нариман Абдулмуталибов. Подчеркнем, что в целях активизации работы с молодежью еще в 2012 году в районе был создан молодежный парламент в составе 25 человек. Кроме главы района, в работе форума приняли участие его заместители, руководители правоохранительных органов, общественных организаций, политических партий, главы сельских поселений, молодые специалисты предприятий, организаций и учреждений, активисты муниципальных образований района, отличники учебы вузов республики, а также представители СМИ. Поприветствовав участников форума, Нариман Абдулмуталибов обратился с призывом к молодежи быть активнее, инициативнее, не быть равнодушными к себе и окружающим, стремиться к саморазвитию, любить, ценить и работать на благо малой Родины. Говоря об успехах молодежи, глава района отметил, что 8 учащихся школ Сулейман-Стальского района стали победителями на недавних республиканских предметах-олимпиадах. 2 команды стали призерами республиканских конкурсов «Победа» и президентские состязания. Глава района, который, напомним, является доктором филологических наук и крупным специалистом в области лезгинского языка, подчеркнул, что всем студентам, обучающимся на лезгинских отделениях Дагестанских государственного и педагогического университетов, выделяется специальная стипендия. Финансирование производится за счет благотворительного фонда «Шарвели». Также в контексте вопроса о трудоустройстве молодых специалистов было отмечено, что за счет частных инвестиций сданы в эксплуатацию завод безалкогольных напитков «Мевер», пожарная часть в селе Векеля, медицинские учреждения в населенных пунктах Нютюг, Чхерхыр, Сайтархыр, детский сад в селении Новая Мака, завершается строительство пристройки к детскому саду в новом поселке. Со своими докладами также выступили активные представители молодежи, председатель молодежного парламента района Нияз Аллахвердиев, участник молодежного форума «Каспий-2014» Навои Ахмедов, исполняющий обязанности представителя ФЛНК в Дагестане, уроженец села Косунхыр Магомед Алиев и многие другие. Затем глава района и представители местного самоуправления ответили на многочисленные вопросы молодежи. В заключение было отмечено, что первый районный форум показал высокую активность молодых людей, их заинтересованность в развитии района, создании условий для культурного досуга молодежи, получении высшего образования, улучшении качества жизни жителей Сулейман-Стальского района.
Кусарском районе Азербайджана без вести пропал житель села Леджет Бахыш Бахышев, 1994 года рождения. Как сообщает портал Лезгияр, в отделе полиции Кусарского района родственники молодого человека обратились в полицию с заявлением, в котором указали, что Бахышев 11 сентября утром вышел из дома, после чего пропал. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по поиску молодого человека. Полиция обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении Бахыша Бахышева, позвонить в МВД по телефону 102 или обратиться в отдел полиции Кусарского района по телефонам 52155 и 52803. А теперь наша постоянная рубрика «Лезги чалал» на лезгинском языке. И қара стал Сулейман от Роних Галай, лезги театрда, халдин артист Ибрам Халил Рамазанова, путканец Удисон Суар Калефена, угузу час дербен шехерди сайти. Ибрам Халил Рамазанова, учи ярадмешен рек, азурник идущий путканик идлая сөз игючна. Устар үлел девичинг Аллах чирхуни, чүнд қайда дейін қоғынре адас театр дейін қаматрейін сәк отал түкіріс көмегдана. Адан қати, жан куай, хевес куай қаматре зал сәкінжіне ұқшартушер зерен гүлеваяц урдай. Вирдаз Рамазанов чидай шарвели қалурзывай артист хиз. Хадас келігуне инсан ревай чпин тарих дикай, умер дикай, намус дикай, инсан великай фикерист тазуа. Переходим к новостям спорта. Мурад Раджабли, сын мастера спорта международного класса по дзюдо и самбо Фархада Раджабли, выиграл Кубок Азербайджана по самбо весовой категории до 90 кг. Мурад Раджабли является мастером спорта по дзюдо и самбо, чемпионом и двукратным серебряным призером чемпионата Азербайджана по дзюдо, членом национальной сборной Азербайджана по дзюдо. В минувшие выходные в селе Буглен Буйнакского района прошел всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе. Организаторы турнира, администрация Буйнакского района и семья Шехсаидовых учредили денежные премии для победителей, вторых и третьих призеров, соответственно 25, 15 и 10 тысяч рублей, а чемпионам вдобавок вручались телевизоры. А главным призом был автомобиль Nissan Almera, который достался нашему земляку Даурену Куруглиеву, выступающему в категории до 86 кг. В финале он победил своего одноклубника, также махачкалинского динамовца Али Гаджи Гамид Гаджиева. Ключи от машины счастливому обладателю вручил глава Буйнакского района Даниял Шехсаидов. Спортсмен из Дербента Икрам Алискеров стал обладателем Кубка России по боевому самбо весовой категории до 90 кг. Соревнование прошло в Нальчике. Отметим, что Икрам не отдал ни балла соперникам. После этого успеха наш спортсмен будет представлять Россию на Кубке мира. Напомним, что Икрам представляет дербентский клуб «Чемпион», а наставником спортсмена является Эсидулла Эмирагаев. Другой лезгинский спортсмен Альберт Селимов выиграл Кубок Азербайджана по боксу, который проходил в эти дни в Баку, сообщает lezgisport.com. В финале весовой категории до 60 кг Альберт в сухую одолел своего соперника. Теперь нашего спортсмена ждет турнир в Рио-де-Жанейро. А наш выпуск между тем подошел к концу. Всего вам хорошего. Салам алейкум.